Привет всем, надеюсь слышно. Давайте начнем следующий урок. Второй урок будет у нас тема рациональные числа и десятичные дроби. Итак, начинаем. Несколько терминов из этой темы. Числитель. Это будет у нас numerator. Знаменатель будет denominator. Десятичная дробь — это у нас decimals. Давайте дадим несколько примеров. Если, например, у нас будет 3 деленное на 2, это дробь и рациональное число в то же время, тогда у нас будет 3 числитель, 2 знаменатель. Десятичная дробь — это у нас числа, которые пишутся дроби, но которые пишутся с запятыми. Например, 0,65 или 5,73. Это все у нас десятичные дроби. Десятичные числа, можно сказать еще. Что такое рациональные числа? Это все числа, которые можно написать в виде 3 деленное на 2. Или, в общем, можно сказать как m деленное на n, где m и n у нас будут целые числа. И, конечно, n не должен быть равен нулю. Конечно, у нас есть еще и иррациональные числа, которые не могут быть написаны в таком виде. Например, в корне двойка, в корне тройка, еще какие? 1 плюс в корне 2. Эти числа не могут быть написаны в виде деления m деленное на n, поэтому мы их называем иррациональными числами. Такие числа обычно приводят много проблем. Иррациональные числа. Рациональные числа. Просто запомните, на какие виды чисел делятся обычно наши десятительные числа, или, как мы говорим, real numbers. Итак, они делятся на рациональные и иррациональные. Рациональные — это которые можно написать в виде m деленное на n. Иррациональные — это которые нельзя написать так. Например, здесь я дал несколько примеров. Здесь мы поняли, что такое числитель, знаменатель. Можно и проходить. Арифметические операции — это все операции, которые можно делать с рациональными числами. Например, если у нас есть 2 деленное на 3 плюс 5 деленное на 3, так как у них знаменатели одинаковые, можно сказать 2 плюс 5 деленное на 3. Это просто обычные вещи, которые вы должны знать. Также можно делать и при вычислении. То есть, если здесь и минус, тогда здесь и будет минус. Больших проблем здесь не должно быть. Проблема будет, когда у нас, например, будет сложение или вычитание в виде 2 деленное на 3 плюс-минус 3 деленное на 2. В таких случаях, конечно, надо сделать общий знаменатель у этих чисел. Для этого мы умножаем на их, можно сказать, общие множители, превратить нижнюю часть на похожие числа. Поэтому у нас получается здесь первое число можно написать как 4 деленное на 6, умножили и числитель и знаменатель на двойку, а вторую можно сказать так: 9 деленное на 6. Умножили тройку и двойку на 3. После чего можно теперь делать наши операции, их знаменатели теперь уже одинаковые. Вот такие легкие вещи, как вы помните, это уже, можно сказать, 7 класс. Такие операции можно делать с дробями, с рациональными числами. Много повторять не буду, конечно, но в процессе решения многих проблем они вам понадобятся. Поэтому даже советую чуть
2-3 дня повторить, если у вас некоторые проблемы. Многие вопросы будут именно связаны с рациональными числами и десятичными числами. Также можно делать умножение и деление этими числами. Много повторять не буду, конечно, но самое легкое здесь, конечно, умножение и деление. Можно напрямую умножать и делить такие числа. Например, 3 деленное на 4 умножаем на 5 деленное на 7. Получается просто 15 деленное на 28. Если нет проблем при делении, конечно, меняем вторую дробь. Получается на 3 деленное на 4 умножим на 7 деленное на 5. 21 деленное на 20. Некоторые, конечно, из вас могут не помнить такие операции. Коротко повторили. Переходим на важную часть. Конечно, решение некоторых вопросов. Сперва даю вам время, говорите ваши ответы, потом будет быстро-быстро проверять. Челкин говорит В. Чоктал тоже говорит В. У нас несколько проблем. Давайте подождите, у нас 2-3 минуты. Я потом снова подключусь. Ну все, проблема решена. Давайте проверим ваши ответы. Здесь проблем нет. Что надо делать в таких вопросах? Конечно, простой вопрос, можно сказать, из темы 7 классов. Просто приводим к общему знаменателю. Тогда получается у нас первая дробь можно написать как 9 деленное на 27 минус 3 деленное на 27 и плюс 1 деленное на 27, после чего можно сказать 9 минус 3 плюс 1 деленное на 27. Получается у нас 7 деленное на 27. Почти все сказали правильный ответ В, или как вы говорите, С. Больших проблем нет в таких вопросах. Это, кстати, хорошо. Поэтому переходим на следующий вопрос. Снова время пошло, жду ваших ответов. Челкыз говорит А, Чоктал тоже говорит А. Аламджай говорит Б. Аламджай тоже изменил свой ответ на А. Ушкыз тоже говорит А. Так как у нас легкий вопрос, думаю, можно переходить к проверке.
Что можно делать в таких вопросах? Можно сперва начать вычислять каждую из скобок. Первая скобка, можно сказать, будет, это будет, скажем, 3 минус 1 деленное на 4 будет 12 минус 1 деленное на 4 или 11 деленное на 4. Вторая скобка будет у нас 2 плюс 3 деленное на 4. Отсюда 8 плюс 3 деленное на 4, 11 деленное на 4. Отнимаем, получается у нас 11 минус 4 минус 11 минус 4, что будет 0. Это было легко, можно и по-другому. Просто открыть скобки, получается у нас 3 минус 1 деленное на 4, минус 2, минус 3 деленное на 4. Сперва делаем операции с целыми числами, они дают нам 1. А дроби нам дают 4 деленное на 4, что будет просто 1, поэтому ответ будет снова 0. Можно подумать, второй метод у нас более быстрый, но не всегда. Поэтому советую пробовать оба метода, но в основном в таких проблемах ошибки не должны быть, вы должны все правильно решать, такие вопросы. Переходим на следующий вопрос. Следующий вопрос вы видите. Снова время пошло. Жду ваших ответов. Шоктау, Адамджай. Почти все говорят Г. А пока остальные будут нам отправлять свои ответы, начинаем проверять. Джошкас тоже говорит Г. А деленное на B дает нам, можно сказать, минус 5 деленное на 2, плюс 5. Отправили минус 5 в обратную сторону равенства. Вот теперь Сергей говорит D. Ладно, проверим. Получается у нас минус 5 плюс 10 деленное на 2. Или это будет у нас 5 деленное на 2. То есть А деленное на B у нас будет 5 деленное на 2. Тогда А должен быть что-то вроде 5К, а B должен быть что-то вроде 2К. Поэтому их, если мы разделим А на B, получится именно тогда у нас 5 деленное на 2. Но если мы вместо К поставим число больше 1, у нас получится двузначное число. А будет двузначным. Что будет противоречить условию, так как А и Б у нас цифры, они однозначные числа, поэтому К должен быть у нас 1, а когда К1, у нас, конечно, будет 5 и 2. Их сумма будет тогда, конечно, 7, правильный ответ 7. Здесь, так как вопросу надо отвечать только по тесту, много объяснений не надо, можно сразу подставить числа 5 и 2 и решить этот вопрос. Много проблем снова не будет. Правильный ответ Г. Почти все, кроме Таласа, ответили правильно. Будьте внимательны. Следующий вопрос. Время пошло. Жду ваших ответов. Чоктал, жалко, все говорят Б. Адамджай, все говорят Б. Снова начинаем проверку. Снова у нас легкие вопросы. Ложкус тоже говорит Б. 1 деленное на 12 плюс n. У нас будет 4 деленное на 3 минус n. Что можно сделать? Конечно, сразу вы, наверное, поняли. m плюс 1 можно написать как 4 деленное на 3 минус 1 деленное на 12. Простые операции. После чего умножаем эту часть на четверку. Получается у нас 16 минус 1 деленное на 12. Итого снова говорит D. Итого у нас получится 15 деленное на 12. Вот теперь у нас делаем сокращение.
на 3, у нас получится 5, деленное на 4. Правильный ответ будет, конечно, Б. Все, кроме Талас Эркек, снова ответили правильно. Талас Эркек, думаю, вы спешите, будьте внимательны. Переходим на следующий вопрос. Снова неплохо. Опять вычисление. Жду ваших ответов. Анджай говорит Б. Джалкас тоже говорит Б. Чоктал тоже говорит Б. Ашкус тоже говорит Б. Ну ладно, начинаем проверку. Конечно, надо начинать с самой внутренней скобки. Это будет у нас 2 минус 1 деленное на 2. Ответ, конечно, здесь будет 4 минус 1 деленное на 2, 3 деленное на 2. Переходим на следующую скобку. Она будет 1 минус 3 деленное на 2. Это будет уже 2 минус 3 деленное на 2 минус 1 деленное на 2. Следующая скобка будет 2 минус 1 деленное на 2, 4 минус 1 деленное на 2, 3 деленное на 2. И как раз уже наконец-то последняя скобка 1 деленное на 2 минус 3 деленное на 2. Это будет 1 минус 3 деленное на 2 или минус 2 деленное на 2 минус 1. Правильный ответ Б. Почти все ответили правильно. Сегодняшняя тема, как вы уже поняли, легкая. Много проблем не должно быть. Следующий вопрос. И вот, наконец-то, десятичные дроби и операции с десятичными дробями. Чалгыз говорит Б. Чоктал говорит В. Чалгыз тоже изменили свой ответ. Вот теперь уже почти все говорят В. Проверяем. Первую дробь можно написать как 4 деленное на 100. Вторую дробь 2 деленное на 100. Здесь у нас умножение, скажем. Талас тоже уже говорит В. Следующую дробь можно сказать как 6 деленное на 100. И здесь будет после умножения 3 уходит наверх. А снизу будет 6 деленное на 100. 100, 100. Все 100 сокращают друг друга. Остается у нас последнее 4 деленное на 2. Умножим на 3 деленное на 6. После сокращения это будет 2 деленное на 1. Умноженное на 1 деленное на 2. Что будет 1. Простой вопрос. Больших проблем снова не должно быть. Какие трюки можно делать в таких вопросах? Если вы знаете, что 0,04 деленное на 0,02 можно написать как 4 деленное на 2. Запятые можно убрать, так как у них почти одинаковое свойство для запятых. Также можно написать 0,06 деленное на 0,03 как 6 деленное на 3. Если вы знаете такие свойства для быстрого вычисления, тогда вы решите еще быстрее. Ну, в целом легкий вопрос, больших проблем не должно быть. Переходим на следующий вопрос снова. Вычисление. И время пошло. Чалкыз говорит Б. Чоктал тоже говорит Б. И почти все остальные говорят Б. Давайте быстренько проверим. Первое. Конечно, будем делать операцию деления. 1 деленное на 2, деленное на 3, деленное на 2. Получится у нас 1 деленное на 2, умноженное на 2 деленное на 3. Это будет после сокращений 1 деленное на 3. Вот теперь наше выражение можно написать так. 2 плюс 1 деленное на 3 минус 4 деленное на 3. Давайте сперва делаем операцию с дробями. Получится у нас 2 плюс, здесь 1 минус 4, деленное на 3. Это будет у нас 2 минус 3, деленное на 3. Это будет просто 1. Итого
наш ответ будет 1. То есть, как все вы говорите, правильный ответ будет B1. Снова легкий вопрос. Переходим на следующий вопрос. И время пошло. Чалкыз, ошкыз, оба говорят D. Каламджай говорит, мы решаем. Изменили свои ответы на А вроде. Каламджай говорит А. Как говорит, мы уже решили. Больших проблем нет. В среднем мы должны решать каждый вопрос примерно за 2-3 минуты. А сейчас вы, можно сказать, решаете довольно быстро. Талсеркек говорит D, или они смеются. Ну ладно. Давайте проверим. Сюда можно делать операции с каждой скобкой, а потом найти ответ. Это будет, конечно, долго. Ладно, буду объяснять помедленнее. Один из оптимальных методов решения таких вопросов. Смотрите, в первой скобке у нас есть 2 деленное на 3, минус 3 деленное на 4, минус 4 деленное на 5, минус вторую скобку 1 плюс 2 деленное на 3, минус 3 деленное на 4. Если мы решим каждую скобку по отдельности, здесь будет очень много операций, так как, смотрите, знаменатели у них разные. Здесь тройка, четверка, пятерка. Чтобы сделать общий знаменатель, надо будет много чисел переумножать и потом еще делать операции прибавления, отнимания, вычитания. Но можно просто открыть скобку, и вы уже сразу поймете, это будет наш самый лучший метод. Раскрываем скобку, первую скобку можно просто оставить, там больших проблем не будет. 2 деленное на 3, 3 деленное на 4, минус 4 деленное на 5. Минус, вот во второй скобке у нас некоторые проблемы. Минус влияет на знаки этих чисел. Первое число у нас положительное, с этим минусом оно будет минус 1. Второе число будет снова минус 2 деленное на 3. А третье будет у нас плюс 3 деленное на 4. Вот теперь смотрите, дроби с одинаковыми числами. Здесь у нас 2 деленное на 3, знаменатель 3. А здесь еще есть 2 деленное на 3 со знаком минус. Они удаляют друг друга. После чего у нас еще есть минус 3 деленное на 4 и плюс 3 деленное на 4. Они тоже удаляют друг друга. И остается у нас после только 2 числа. Это минус 4 деленное на 5 и минус 1. Вот теперь просто решаем. Это будет минус 4 деленное на 5, минус 5 деленное на 5. Или можно сказать минус 4 минус 5 деленное на 5. Это будет минус 9 деленное на 5. То есть ответ будет, конечно, А. Что можно сказать насчет этого вопроса? Иногда надо просто раскрыть скобки до операции. Раскрыть скобки до операции. Думаю, можно переходить на следующий вопрос.
И вот наш следующий вопрос. И время пошло. Кадамжай говорит Г, Жалкыз, Чоктал тоже говорят Г, но Чоктал говорит А. Чоктал тоже поменяли свой ответ на Г. Тас говорит Д. Или можно сказать Г. Давайте проверим. Первую дробь можно написать так. 2 деленное на 4 деленное на 3. Или можно еще написать так. 2 деленное на 1. И здесь 4 деленное на 3. Вот теперь умножаем 1 и 4, а также 2 и 3. Конечно, 2 умноженное на 3 будет сверху, а 1 умноженное на 4 будет снизу. Тогда у нас получится 6 деленное на 4. После сокращения будет 3 деленное на 2. Вторую дробь можно написать так. 2 деленное на 3 деленное на 4. Или же 2 деленное на 3 деленное на 4 деленное на 1. Снова 3 и 4 умножаем. 2 и 1. 2 умноженное на 1 будет сверху. 3 умноженное на 4 будет снизу. Итого у нас будет 2 деленное на 12. После сокращения будет 1 деленное на 6. Вот, теперь обратно поставляем на наше выражение. Получится следующее. 3 деленное на 2 минус 1 деленное на 6. Чтобы сделать общий знаменатель, умножаем здесь на 3. Получится у нас 9 деленное на 6 минус 1 деленное на 6. Итого ответ будет 8 деленное на 6. После сокращения будет, конечно, 4 деленное на 3. Правильный ответ Г. Все ответили правильно. Переходим на следующий вопрос. Основных необычных идей здесь нету. Просто надо правильно написать вопрос. Точнее, правильно понять вопрос. Некоторые ошибаются с местами чисел. Здесь вопрос дали в очень правильном виде, поэтому много ошибок не должно быть. Переходим на следующий вопрос. Снова время пошло. Кыз говорит А. Чоктал, Кадамжай, обе говорят А. Что-то другие не отвечают. Давайте начнем проверку. У нас есть два числа, и нам надо найти, во сколько раз один больше, чем второй. Как можно решать такие вопросы? Давайте напишем первое число
Так, x деленное на y деленное на 7. Или можно сказать x деленное на y деленное на 7 деленное на 1. После чего снова умножаем. Получится у нас x деленное на 7y. Второе число можно написать так. X деленное на y деленное на 7. Или x деленное на 1 делим на y деленное на 7. Снова умножаем. Получится у нас 7x деленное на y. После этого вы можете разделить первое число на второе. Получится у нас следующее. X деленное на 7y делим на 7x деленное на y. Снова делаем наше умножение. Получится у нас xy деленное на 49xy. После сокращений остается 1 деленное на 49. После чего можем сказать, что первое число у нас больше, чем второе, в 1 деленное на 49 раз. Ну, по вопросу можно ошибиться, так как первое число во многих... Здесь вопрос, да, дали неправильно, так как насколько это будет их разница. Насколько, конечно, означает их разницу. Это означает разницу. Но они имели, конечно, во сколько. На самом деле, вроде люди, которые переводили этот вопрос с английского, наверное, постарались, и здесь поторопились, ошиблись, наверное. Но в целом, так как их разницу найти будет сложно, вы должны в некотором вроде... Вы должны сами иногда догадываться в вопросах. Они, конечно, искали их, можно сказать, общую общую кратность, можно сказать другими словами. Или, как вы заметили, должно было быть во сколько раз, а не на сколько раз. Итого, ответ будет 1 деленное на 49. Есть одна ошибка в вопросе, грубая ошибка. Переходим на следующий вопрос. Если на ОРТ будет такие проблемы, можно обратиться к комитету к ОРТ по таким вопросам, но как быстро они вам ответят на ваши такие возражения, я не знаю. У нас не слишком быстрая система, вы знаете, в Кыргызстане. Поэтому, надеюсь, больше ошибок не будет. Следующий вопрос. Кадамджай говорит уже next, please. Окей, переходим на следующий вопрос. И время пошло, жду ваших ответов. Чалкыз говорит Б. Чалтал тоже говорит Б. Аламджай тоже говорит Б. Что ж, проверяем. Первый метод, конечно, надо сделать все знаменатели одинаковыми. Талас тоже говорит Б. Первое, надо сделать все знаменатели 1000.
3 деленное здесь у нас 100 и 2 деленное 1000. Получается, здесь умножим на 1000, а здесь на 10. Это у нас будет 2000 деленное на 1000 плюс 30 деленное на 1000 плюс 2 деленное на 1000. Получается у нас 2032 деленное на 1000. Обратно переводим на десятичную дробь. Получается у нас 2,032. Также можно сразу перевести эти числа на десятичные дроби. Тогда у нас будет 3 деленное на 100, 0,03. 2 деленное на 1000 будет 0,002. Вот теперь надо прибавить 3 числа. Первое это будет 2,000. Второе 0,030. И последнее 0,002. Надо просто прибавить. Их все получится у нас 2, 3, 0 и 2. Это уже второй метод решения таких видов вопросов. Вторым методом можно решать даже в уме. Первый метод тоже почти можно решать в уме. Легкий вопрос, много проблем снова не должно быть. Переходим на следующий вопрос. Сравнение рациональных чисел. Сравните следующие 3 числа. Чокыз говорят D. Чоктал тоже говорят D. Ушкыз тоже D. Адамджай и Талас обе говорят D. Что ж, проверяем, как можно сравнивать такие числа. Первое. Можно здесь, например, сделать все знаменатели одинаковыми. Тогда у нас получится следующее. А можно написать как 10 деленное на 17 или 1000 деленное на 1700. Также можно сказать b у нас будет 100 деленное на 107. Это можно написать как 1000 деленное на 1070. И c будет просто 1000 деленное на 1007. Если мы некоторое число разделим на более большие числа, получится у нас более маленькие числа. Здесь у всех числитель, смотрите, 1000, поэтому здесь смотрим только на знаменатели и можем прямо сказать так. Самое маленькое будет А, потом Б, а потом С. Так как здесь 1007 у нас самое маленькое число, если мы разделим на 1000 на 1007 кусков, получится у нас, конечно, более большие куски, чем мы делим это же число на 1700 кусков. Это просто обычная логика. Отсюда можно сказать, что правильный ответ D. Второй метод. Можно перевести эти числа на десятичные дроби. Тогда А у нас будет, если вы переведете, оно будет примерно 0,50. Потом еще несколько чисел. Мой совет: найдите первые 2 числа. B будет у нас 100 деленное на 107. Это будет 0,50.